Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Аллаха нашему пророку Мухаммаду, членам его семьи, его сподвижникам и всем тем, кто последовал его пути. Сегодня в Чечении правят путинские ставленники. Мы привыкли видеть этих людей в разных образах. Жестокими, подлыми, коварными, но видеть их кидающими торты или обливающими кого-то яйцами и зеленкой – это что-то новое. И это новое нам глубоко неприятно, потому что эти яйцеметатели говорят на том же языке, на котором говорят свободные чеченцы. Осуждаем ли мы эти действия? Да, осуждаем. Считаем ли недостойными? Считаем более чем. Но тем, кто предлагает свободным, прежде всего свободным духом чеченцам стыдиться и оправдываться за действия этих людей, хочу напомнить, что это люди, которых воспитала ваша власть. Та самая власть, которая уничтожила чеченцев сотнями тысяч. Мы отношения к яйцеметателям не имеем. Это кремлевский продукт. И предлагаю это не забывать. А нашими лидерами были люди, лучшие из нашего народа. Они прославились своим благородством, честью и справедливостью. Их слова и действия показывали миру наш народ с наилучшей стороны. Мы помним, как при Джохаре Дудаеве просто так отдавали пленных солдат их матерям. Мы видели, как Зелимхан Яндарбиев, как провинившегося школьника, пересадил в Кремле главу самого большого государства, показав при этом беспрецедентный пример собственного достоинства. Мы знаем, что Аслан Масхадов готов был спасти бесланских детей, рискуя своей жизнью. Даже их героическая гибель была примером их лучших качеств. Они ушли так же достойно, как и жили. И после оккупации нашей Родины агрессоры сделали своими ставленниками самых подлых и низких людей. Как и подобает марионеткам, их устами делаются заявления против Турции, Сирии, Украины и Европы и так далее. При этом кто-то пытается навязать мнение, что эти люди и их подлые поступки представляют чеченский народ. Они представляют только тех, кто их назначил, и выполняют только их заказ. Еще раз повторюсь, давайте не забывать об этом. Последние их действия, такие как попытки стравить чеченцев и ингушей, а также подлые нападения на правозащитников, также являются кремлевским заказом и результатом оккупации свободного чеченского государства. Чеченский народ, который сегодня стал заложником на своей земле, не имеет никакого отношения ко всему этому. И оправдываться за действия оккупационных властей не обязан. И в завершении хвала Аллаху, Господу миров.